Один остался. Ну и сочивка, да, вновь его потом. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Приветствуем вас на ледовой арене кузнецких металлургов имени Олега Короленко на вторых зимних играх «Дети Азии». Соревнования проводятся организационным комитетом «Дети Азии». Через несколько минут мы начинаем соревнования «Юноши. Произвольное катание». Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Novokuznetsk. Welcome to the Oleg Korolenko Kuznets Metallurgies Sport Palace. Welcome to the second Winter Games, Children of Asia. This hosted by the organizing committee, Children of Asia. In just a few moments, we will start the men free skating. Напоминаем вам, что курение запрещено во всех помещениях Дворца спорта. Также во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки. Это может привести к травме спортсменов. Убедительно просим вас выключить мобильные телефоны и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании выступления, должны быть полностью завернуты. Большое спасибо! We remind you that smoking is not permitted in the arena. Flash photography, as well as video recording, is forbidden. Furthermore, we kindly ask you to turn off your cell phones. And please, don't throw any items onto the ice during the competition. Gifts and flowers offered to the skaters at the end of their performance must be completely wrapped. And we thank you very much for your cooperation. Уважаемые дамы и господа, разрешите представить официальных лиц данного вида соревнований. Ladies and gentlemen, it is a pleasure to introduce the judges and officials for this event. Рефери Данил Галимов. Судейская бригада. The panel of judges. Судья номер 1. Judge number 1. Регина Трусова. Судья номер 2. Judge number 2. Вера Латкина. Судья номер 3. Judge number 3. Елена Титова. Судья номер 4. Judge number 4. Татьяна Павловец. Судья номер 5. Judge number 5. Людмила Свирепа. Техническая бригада. The technical panel. Технический контролер. The technical controller. Светлана Ершова. Технические специалисты. The technical specialists. Татьяна Александрова. Олеся Демчук.
На лед для разминки приглашается первая группа участников. Let's welcome our first group of skaters to the ice. На льду находятся On the ice, Тимур Звягин, Ильяс Гениатуллин, Вадим Мануленко, Антон Рязанов, Александр Борисов. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, арена кузнецких металлургов в Новокузнецке принимает соревнования по фигурному катанию вторых зимних международных игр «Дети Азии». Накануне у нас было две короткие программы. Только одиночники у нас с вами участвуют в этих играх. Ну, потому что, по большому счету, наскрести... Ну, понятно, что, конечно, Россия могла бы собрать здесь со всех регионов полноценное достаточно представительство пары танцевальных дуэтов. Но, понятное дело, что в Кувейте спортивных пар и танцевальных мы бы не нашли. Зато вот две кувейтские одиночницы у нас представили свои короткие программы накануне, а завтра еще будут кататься в произвольной программе. В общем, поэтому только одиночное катание у нас с вами, только юноши и только юниорки. И сейчас на льду наша первая разминка. Всего 15 человек у нас, как в короткой, так и в произвольной программе у мальчиков. И сейчас у нас с вами как раз на льду, прям в порядке их выхода, Тимур Звягин представляет сборную Узбекистана. Тимур, занял он по итогам короткой программы последнее место. Дальше Ильяс Гениатуллин, Кемерово, Кузбасс, потом Вадим Мануленко, представляющий Ленинск-Кузнецкий Антон Рязанов, Республика Саха-Якутия, и Александр Борисов, Сибирский федеральный округ, тренируется в Красноярске. Вот эти ребята сейчас разминаются. Ну и пока не готовятся к своим серьезным произвольным программам, делаем короткую паузу. И вот, дорогие друзья, вот мы видим, что в конце, понятное дело, сильнейшие фигуристы по итогам короткой программы: Кирилл Карапылев, Александр Чмиль и Максим Автушенко. Вот, наверное, это трио. Ну, посмотрим, может быть, и Глеб Ковтун вмешается в их борьбу. Но вот эти трое, конечно, явно выделялись накануне в короткой программе. Но про Глеба Ковтуна тоже забывать нельзя, потому что Глеб был как раз тем фигуристом, одним из трех, который заявил и пытался исполнить тройной аксель в короткой программе, просто неудачно. Вообще, первым таким парнем был
Кирилл Карпылев. Он открывал короткую программу из тройного акселя. Упал. У Ковтуна тройной аксель тоже не получился. И вот Максим Автушенко единственный, кто справился очень хорошо с 3,5. И поэтому он у нас лидер с огромным преимуществом. 82 балла и 0,2 против 73-45 у Александра Чмеля и 71-82 у Кирилла Карпылева. Александр Чмель не стал рисковать. У него нет тройного акселя. Исполнил 2,5 оборота. Хороший каскад, хороший Ридбергер. И в итоге сейчас занимает второе место. Так что, по большому счету, конечно, вот эта четверка Автушенко, Чмель, Карпылев и Ковтун по своему уровню очень сильно выделялись накануне в короткой программе. Но произвольная, здесь уже 7 прыжковых элементов, всего 11. У юниоров в произвольной программе нет дорожки шагов. У них только хореографическая секвенция, а так получается 7 прыжковых элементов, 3 вращения и хореосеквенция. Таковы правила. Ну что же, вот первая разминка. Еще раз напоминаем вам: Тимур Звягин, Илья Закиятуллин, Вадим Манулин, Антон Рязанов и Александр Борисов. Все, кроме Тимура Звягина, представляют Российскую Федерацию, разные регионы, разные сборные разных регионов. И сейчас, конечно, будет очень-очень непросто ребятам, потому что мы избалованы суперсложным фигурным катанием. Конечно, очень редко видим соревнования, где ребят тренируются, ну, так скажем, совершенно другим, непривычным нам набором прыжков. На лед приглашается Тимур Звягин. Центр «Золотые коньки», Ташкент. Тимур Звягин, «Золотые коньки», ташкентский спортивный центр, где развиваются ледовые виды спорта, и его произвольная программа.
ну вот, конечно, мы должны отдавать себе отчет в том, что произвольная программа для юниоров, Тимур которые Звягин, здесь Центр «Золотые коньки», Ташкент, заявлены, Республика конечно, Узбекистан. очень серьезные испытания. И даже несмотря на то, что только, по большому счету, двойные прыжки у Тимура Звягина, но все равно мы видим, да, вот, пожалуйста, каскад, двойной флип, двойной тулуп. Это попытка исполнить двойной луц. Потом двойной тулуп он не смог добавить. 2,5 на 2 ноги. Это луц Ойлер, двойной флип. Каскад из комбинация из двойных прыжков и Ойлера между ними. И мы видим, что даже такие несложные элементы, казалось бы, для спортсмена, которому как-никак уже 16 лет, на самом деле очень, очень непростые. Но постарался Тимур. Тренирует его Ирина Сазонова. Ничего сказать. Ну, что ж тут сказать-то? Что? Что, устал? А что? Даже не устал. Видите? Вчера, конечно, здесь у нас, вот здесь на диванчиках в углу «Слез и поцелуев» разворачивались любопытнейшие диалоги, потрясающие своей незамутненностью и открытостью. Некоторые были весьма примечательны и полезны. Вот. Посмотрим, что сегодня скажут тренеры ученикам. И начинать все сначала. Учить сложно. Ну, а тебе сейчас ты сел. Ну, ты на либо что шатаешься. Понимаешь, это все минусы, минусы. У тебя вот на всех как нету. Ты приземлился и ехал. Все на минусы. Все. Да, сейчас еще техническая панель внимательно посмотрит все недокруты, потому что здесь их было очень много, и здесь особо прощать нечего. Накануне в короткой достаточно лояльно судили, и даже спортсмены, на ошибавшись, видели очень неплохие для себя суммы. Но Привет, можешь передавать? сегодня, конечно, совершенно другое. Маме привет, папе, Сюда смотри. Сабине, всем родным. Всем привет, Ташкент. Техническая панель и судьи сегодня тяжело что-то как-то работают. Но на самом деле это и накануне было. Они очень долго первых спортсменов вычисляли. Есть просто такое подозрение, что здесь еще и сама судейская компьютерная система не работает на раз-два. Поэтому такие вот большие, очень большие паузы у нас зависали. Тимур Звягин самый опытный, наряду как раз с Максимом Автушенко, спортсмен из того состава одиночников, которые приехали сюда на игры «Дети Азии». Им вот по 16 лет, они 6-го года рождения, остальные все помоложе, 7-го, 8-го. Даже вот Ильяс Гиньятуллин, который готовится сейчас к выступлению. Он 2009 года, но он январский, поэтому ему уже исполнилось 14 лет. А девочки у нас были некоторые совсем юные. Ну, юниорский возраст, разброс, что называется, от низшей до высшей отметки достаточно широк. Поэтому, казалось бы, совсем детьми соревнуются уже такие возмужалые ребят, скажем так. Вообще игры «Дети Азии» зарождались давно, в Якутске, в 96-м году.
эта идея появилась, и это были летние игры. Вот зимние начали проводить значительно позже, и Кузбасс The score is решил в 4 городах, впервые в нескольких городах проходят игры Дети Азии, в 4 городах решил провести вторые зимние международные игры. Ну что, мы видим, да, что техническая оценка чуть ли не в 2 раза ниже оценки за компоненты. 65 баллов он получает. 65,17 баллов. По сумме 2 программ спортсмен набирает 98,85 балла. 98-85 по сумме 2 программ. 65.70 points. His total competition score is 90.85 points. На лед приглашается Илья Гениатуллин, спортивная школа номер 6. Кемерово, Кузбасс. Всех кемеровских, кузбасских спортсменов здесь, конечно же, с особыми аплодисментами принимают, потому что, несмотря на то, что они не в Новокузнецке тренируются, но, конечно, родные для Кузбасса ребята. Итак, Ильяс Гениатуллин, спортивная школа номер 6 Кемерово. Двойной луц, двойной тулуп.
Доволен Ильяс Гильятуллин. Доволен, видимо, что таких крупных срывов, по большому счету, было немного. А вообще, большей частью, если, конечно, закрыть глаза на то, что очень неуверенные выезды, и все это выглядит очень непросто и тяжело, все равно много он сделал. Ну вот как раз двойной луз, двойной тулуп, каскад у него дальше двойной аксель. Должен был быть с двойным тулупом, но было падение. Ну, опять же, все в 2 оборота. Это флип, Ойлер и Сальхов. Комбинация прыжков. И вот второе падение на двойном акселе. Ну, ничего, так зато показал вращения неплохие Ильяс. Вот, как я уже сказал, что он один из самых юных участников. Моложе его Саша Чмиль, но у Саши Чмиля совершенно другой уровень катания, скажем честно, нежели у Ильяса. Но и тот, и другой, они перворазрядники. То есть это даже не кандидат в мастера спорта. Тренирует его Екатерина Савицкая. Вот она справа. Ну, это еще вчера было очень заметно и бросалось в глаза, что, конечно, опыта находиться в таком полноценном настоящем углу слез и поцелуев, где камера стоит, где стоит монитор, где все организовано для телевизионной трансляции, просто у ребят их тренеров нет. Помимо Ильяса, Кемеровскую область вот у нас еще будет представлять Вадим Мануленко, который сейчас на льду. А вообще представительство у нас мальчиков чуть похуже, нежели в соревновании юниорок. Там достаточно много стран. Здесь у нас получается как раз уже выступивший Тимур Звягин, представляющий Узбекистана, и еще 2 белорусских спортсмена, это Василий Бараховский и Павел Гагнец. Причем нужно отметить, что Бараховский неплохо откатался в короткой программе и вошел в финальную нашу пятерку, то есть будет кататься в последней разминке. По идее, обычно было комбинированное всегда 3-й, оффлайн 4-й. На лед приглашается Вадим Мануленко. Ну, теперь Вадим Мануленко. Ленинск-Кузнецкий. Кузбасс. Анастасия Полуянова, Степан Коротков, тренеры. Его произвольная программа «Моцарт». Вот этот Ойлер после двойного акселя позволяет, что называется, скрыть плохой выезд. Потому что сразу идет перепрыгивание, перескок в Ойлер. И дальше добавил двойной Сальхов. Но вот самый сложный элемент в произвольной программе — тройной Сальхов. Не получился.
Филипп Ридбергер. Такой каскад. У него, конечно, не тройные прыжки, но двойные. Тоже для него испытания. Тут как раз хореографическая секвенция у него. Ой, двойной флип. Ну, в общем-то, практически справился со своей программой. И вот как раз ошибка была уже во второй половине на флипе. Но зато он сумел прицепить к Ридбергеру двойной тулуп, который не исполнил из-за ошибки на флипе. Но сейчас посмотрим, конечно, повторы. Старался кататься, слушая музыку. Ну, конечно, напряжение такого количества элементов, оно сказывается на этих молодых людях. Ему 14 лет. Где еще двойной аксель Ойлер, двойной Сальхов. Тройной Сальхов, как раз падение. Двойной флип, двойной Ридбергер. Молодец. Ну вот, понятное дело, что, конечно, вот как раз нам та ошибка. Еще один флип, двойной, должен был быть с двойным тулупом, но вот тут как раз не получилось. Ну ничего, перенес прыжок в другое место, чуть попозже, вот как раз здесь, после двойного Ридбергера, двойной тулуп. Конечно, нет в прыжках высоты, нету какой-то мощи, тут о тройных говорить очень и очень сложно. Ну а вот что такое разница, да, в базовой стоимости? То есть когда у тебя прыжки тройные, то это получается, что тройной тулуп у нас стоит 4 балла 2, тройной луц 5,9. Ну то есть вот как раз все прыжки укладываются от 4,2 до 5,9. Это тройные. А двойные от балла и 0,3 до 2 баллов и 1,1. То есть получается, вот он исполнил двойные флипы. Это каждый балл и 8 десятых. Двойной флип. То есть с каждого прыжка он теряет где-то 3,5 балла. Из-за того, что это двойные, а не тройные. Вот, представьте, 7 прыжковых элементов, а там еще и каскады, да. Так, если по отдельности прыжки считать, то там получается у него прыжков-то 10 штук. Но, тем не менее, 75-25 он получает. 85 балла. Текущее место первое. И он у нас стоял по итогам короткой выше двух откатавшихся ранее. И, естественно, свое место он и сохранил. На лед приглашается Антон Рязанов. Спортивная школа по зимним видам спорта. Якутск. Республика Саха.
Один из двух представителей Республики Саха-Якутия, Антон Рязанов. Второй спортсмен из Якутска — это Александр Бородин. Вот Антон Рязанов 2007 года рождения, ему 15 лет. И, в общем, здесь должен быть другой уровень программы. Здесь уже программа с большим количеством тройных прыжков. Композиция Tainted Love от Макса Рабе взята для произвольной программы. Стоять. Тройной тулуп. Еще один тройной Ридбергер и двойной тулуп. У тройных Ридбергер такое ощущение, что вы не докрутите. Ну, первый-то точно не докрут. Здесь тоже техническая панель будет пересматривать. Он садится в волчке и потом сразу встает. То есть, на самом деле, он даже там 3 оборота сделает, но главное, чтобы там хотя бы один полноценный оборот был в низком плотном положении, чтобы угол в согнутой ноге был меньше 90 градусов. Так что тут тоже можно придраться. Хореографическая секвенция, как мини-дорожка. Прыжок в либелу. Позиция в кольце. Нет. Ну, еле-еле. Там нужно ему было простоять в этой позиции 7 оборотов. Такое ощущение, что, знаете, на тоненького. Может, и простоял, а может, и нет. Совсем останавливается в вращаниях. Антон Рязанов. Так. Через троечку сделал тройной Сальхов, двойной тулуп. Двойной аксель. Ойлер, двойной флип. Антон Рязанов, спортивная школа по сильным видам спорта Якутск, Республика Саха. Улыбки нет на лице у спортсмена, но, в общем-то, я так понимаю, руками он так потряс, что для себя, мол, я сделал этот прокат. Ну, послушаем, что сейчас тренер скажет. Ну, в общем, да, поборолся. Вы знаете, как очень важно, что он не отдавал элементы. То есть, если что-то не получалось, делал в другом месте. Ну да, видите, здесь практически поперек. Здесь там точно будет одна галка, очень большой недокрут, приземление на 2 ноги, много минусов. Вот тройной Ридбергер. Ну, здесь могут и простить ему, конечно. Может быть, Кью поставят тройной Ридбергер с двойным тулупом. Здесь тройной Ридбергер тоже с маленьким недокрутиком, но я думаю, техническая панель не увидит здесь большого криминала. Позиции волчки так
в них он еще более-менее вращается, то есть скорость есть. Но когда он поднимается наверх, да, то есть позиция в либеле и все ее вариации сложные, там, конечно, у него вращение очень сильно затормаживается. Вот. Ну вот видите, да, вот даже двойной флип, казалось бы, да, не самый сложный, но он делает его на месте, высоты там нету, он не входит в этот прыжок, он не толкается в должной мере, он боится, что называется, добавить еще дополнительных усилий при входе в прыжок, и поэтому даже двойной флип у него получается недокручено. То есть он потому что так чуть-чуть себя проворачивает и приземляется на зубец, и уже на зубце, еще на льду, доворачивает этот прыжок. Привет, передай, помаши игрушкой. Его товарищ по сборной Республики Саха-Якутия Александр Бородин занял 8-е место по итогам короткой программы. У них такой достаточно большой разрыв в баллах. 18. Ну, Бородин показал более серьезное, зрелое катание, хотя он будет помоложе, нежели Антон. Ну, а у нас в этой разминке еще остается ученик Яна Чернецкого Александр Борисов. Александр Борисов тренируется в Красноярске, в Центре ледовых видов спорта, и представляет, понятное дело, раз он с Красноярска, Сибирский федеральный округ. Оценки, пожалуйста. Нужно сказать, что, конечно, Антона Рязанова. у нас здесь судейская панель, она не, так скажем, ну, нельзя говорить, не в полном составе. Нет, она абсолютно соответствует правилам. Вот 96-67 и общее 139-41 у Антона. Нет, просто здесь у нас арбитров меньше, нежели мы привыкли видеть. Понятно, что техническая панель, она состоит из 3 человек, ну и рефери еще, конечно. А судьи у нас всего 5. Регина Трусова, Вера Латкина, Елена Титова, Татьяна Павловец и Людмила Свирепа. Ну, это не мешает им работать и никак на оценках не отражается. Ну, а сейчас Александр Борисов, красноярский спортсмен. Молодец, хороший сальхов исполнил в начале. Двойной сальхов, двойной тулуп. Повтор каскада. Сальхов тулуп. 3-2. Долгий заход на Ридбергер. Ах, мог бы побороться, конечно.
тут сейчас попробует исправить свою ошибку. Запланирован каскад с тройным тулупом. Там тройной тулуп у него не получился, падение. И вот нужно сейчас повторить. Молодец, Ойлер. Молодец. Тройной тулуп, Ойлер, двойной сальхов. Ну, постарался нам представить не просто образ смешного, трогательного, милого маленького человечка Чарли Чаплина, а постарался какую-то драматическую историю на основе музыки из фильмов Чарли Чаплина представить публике. И как-то попытался пережить, что ли, прожить эту историю и объяснить ее нам. Ну, хотя, конечно, было видно, что очень много сил забирает концентрация на прыжках. Хотя мы видим, да, что тройной сальхов, его любимый прыжок, он вот здесь вот недокрут, да, он сильно недокрут, поэтому не смог побороться в итоге на выходе. Сальхов прыжок любимый, поэтому 2 каскада Сальховым получились. Вот падение на тройном тулупе, но затем он это дело исправил и все-таки исполнил тройной тулуп Ойлер, двойной Сальхов. То есть, конечно, да, есть 2 падения, но каскады он не потерял. Вот нам как раз повторяют. Конечно, уже тут его так клонило из круга, тащило из круга после тройного тулупа. Но ничего, там нужно было перескочить в Ойлер. Он это сделал, добавил двойной сальхов. Чуточку, мне кажется, он переборщил с сутулыми плечами. Я, конечно, так чуть-чуть утрирую. Личный его, будем так говорить, недостаток. Но можно сказать, что это образ у меня такой. В прошлом сезоне он был 27-м на первенстве России по старшему возрасту. А лучший результат — это в прошлом сезоне серебро зонального первенства из Северного и Дальневосточного федеральных округов. В этом году может похвастаться серебряными медалями тоже на зональном первенстве и на Енисейской симфонии, всероссийские соревнования. По КМС он там состязался. Ну что, у нас каждый следующий набирает больше, чем предыдущие, и, так, знаете, подтверждают какой-то свой уровень, подтверждают свое место в короткой программе. Но пока вот такой явной заявки, чтобы обогнать кого-то выше, ну, можно сказать, что такого мы не наблюдаем. Ну вот, может быть, получится у Борисова. Все будет зависеть от того, как откатается Карим Хасанов. Но это уже следующая разминка. Сейчас она появится на льду. Вот она на наших с вами экранах. Итак, Карим Хасанов будет ее открывать, Татарстан. Потом первый из 2 белорусских спортсменов, который здесь выступает, Павел Гавдис. Потом Александр Бородин, Федор Шадрин. Александр Бородин — это якутский спортсмен. Федор Шадрин, опять же, Татарстан. И Илья Малянов, тоже Красноярск, как и Александр Борисов, который только что катался. На звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь.
Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки, вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то ангелы кричат: прости, прощай. Плавится душа, как свеча, разлилась по сердцу печаль. И я навеки твой, ты ничья. Ее сияние затмевает солнце, и замерзает кровь в ее тени. Такое счастье дорого дается, венец откуда ни взгляни. Любой валет в ее большой колоде падет, как жертва ревности слепой. Она одна от меня уходит, давно протворенной тропой. Где-то ангелы кричат: прости, прощай. Плавится душа, как свеча, разлилась по сердцу печаль. И я навеки твой, ничья. Где ангелы кричат: прости, прощай. Плавится душа, как свеча, разлилась по сердцу печаль. И я навеки твой, ты ничья. До окончания разминки осталась 1 минута. 1 минута остается до окончания разминки. Итак, это у нас вторая группа в произвольной программе у юниоров на играх «Дети Азии». Карим Хасанов, Павел Гавдис, белорусский спортсмен Александр Бородин, Федор Шадрин, Илья Малянов. Вот четверо, кроме Гавдиса, представляют разные регионы России. По результатам короткой программы, на самом деле, разброс у этих ребят не такой большой, но вот Хасанов отстает от Малянова достаточно серьезно, там примерно на 8 баллов, а вот между Гавдисом и Маляновым 5 баллов. В общем, здесь, может быть, даже кто-то кого-то и обгонит. Пока у нас с вами все достаточно предсказуемо. Короткая программа распределила одиночников весьма и весьма справедливо в соответствии с их уровнем мастерства. И поэтому у нас турнир юниоров таким образом развивается, что каждый следующий соперник перекатывает предыдущего и в произвольной программе, и по сумме двух выступлений. Ну, а теперь разминка закончилась, 6 минут позади, и сейчас Карим Хасанов. Школа Олимпийского резерва Казани. Тренирует его Людмила Гафарова. Вот еще специалисты нам здесь график подсказывает.
на первенстве Республики Татарстан. В этом сезоне он занял 5-е место, и 5-м был также на первенстве Казани. «14 лет этому юноше. И его произвольная программа под позицию от пост. Тройной Ридбергер и падение, к сожалению. Вообще, конечно, юниорам надо тройной Ридбергер прыгать железно, ну, потому что он и в короткой программе обязательно. Но, конечно, поскольку они его нарабатывают для короткой программы, то они, естественно, вставляют его и в произвольную. Ридбергер у нас в середине таблицы коэффициента сложности находится. То есть самый простой — это тулуп, потом дальше Сальхов, затем Ридбергер, потом флип и лут, самый сложный, самый дорогой. Ну, аксель вообще отдельно стоит. Тройной тулуп, двойной тулуп. Такой вот простенький каскадик у него получился. Тройной Сальхов с недокрутиком. Еще один тройной тулуп. Прыжок в либелу. Не факт, что засчитает базовую позицию, потому что он оборот ловил как бы центр вращения, а потом, когда поймал, уже опустил свободную ногу. Незамысловатая хореографическая секвенция, и в конце нее комбинация прыжков: двойной аксель, ойлер, двойной флип. Падение в тройном Сальхове из-за большого недокрута уже мало сил. Хватает высоты в прыжках. Ну, вроде бы никакие поставленные ему хореографами жесты он не потерял по ходу программы. Но, конечно, смотрелось это все несколько искусственно натянуто. Рука сюда, глаза сюда, плечи так, голова вот так. Ну, честно говоря, я вот как-то думал, что спортсмены будут больше, что ли, выкладываться. Потому что я обратил внимание, что очередной юниор, вот, да, неплохо сделанный был сейчас мой прыжок. Тройной Сальхов, тройной тулуп тоже сделан. Очередной спортсмен уходит со льда, но не сказать, что прям вот он отдал на льду все. Катание больше напоминает контрольный прокат.
Ну, может быть, это такое неверное ощущение со стороны. Сейчас послушаем в Кисенкрае, что он скажет. Но вот такой сумасшедшей борьбы за программу, за ее качество незаметно. Ну, может быть, просто ребята, так скажем, не умеют этого делать в силу возраста и в силу того, что серьезной конкуренции у них в жизни-то еще не было. Для многих это первые такие большие состязания. В этом году это уже получается 10-й старт для Карима. На многих соревнованиях он покатался. Вот, например, был бронзовым призером на Кубке Стрелы. Стрела — это школа фигурного катания, который как раз представляет еще один казанский спортсмен Федор Шадрин. Вот на Кубке Стрелы был бронзовым призером Карима. И также у него бронза Кубка Ледокол, такое замечательное название, и серебро Кубка юного чемпиона. Но это такие все местные соревнования. Из больших я вам уже озвучил, что на первенстве Казани и на первенстве Республики Татарстан по КМС, по кандидатам из спорта, у него 5-е места. Оценки, пожалуйста. Зубцовых прыжков нет у него. Мы увидели, что нет ни тройного луца, ни тройного флипа. Это для него такие очень серьезные, тяжелые прыжки. По сумме двух программ спортсмен набирает 153,55 Ну и он опережает тех, кто катался до него. The skater has done the free skating 98.64 points. His total competition score is 153.55 points, which brings him currently in the first. Юлия Соловьева и Татьяна Ефременко тренируют Павла Габдиса. Так, представитель сборной Белоруссии, Центра олимпийской подготовки. И как только мы видим подобный камзол, сразу понятно, что эта программа «Великий шоумен». Набор у Павла уже такой достаточно серьезный. Я надеюсь, что как раз в этой разминке уже, возможно, кто-то сумеет выдать такой хороший, дорогой прокат. Тройной Луц, Ойлер, тройной Сальхов. Ну, заявка. Тройной Луц. Тройной флип. Выезд не получился, но, по крайней мере, так через троечки это не степ-аут, это меньше минусуется. И вот точно такой же здесь выезд. Он пока с одним каскадом, поэтому сейчас надо делать на второй половине. Так, вот он делает комбинацию с двойным акселем, тройной Ридбекер, двойной аксель. Есть еще два прыжка для того, чтобы добавить к ним каскад.
Тройной тулуп. Ну, здесь не получилось. Боюсь, что... Сложно сейчас будет к флипу цеплять. Да, и флип только 2 оборота. Ну, молодец. Первый на сегодня такой прокат. И вот то, о чем как раз я говорил, видно, что он выложился. Он тяжело дышит. Прям видно, что парень поработал. Но он, по большому счету, из 7 прыжковых элементов 1 отдал, да. То есть, к сожалению, вот этот флип в самом конце двойной. И там надо было цеплять каскад. В итоге ему там поставят как повтор элемента. Там еще сумма базовая будет уменьшена на определенный коэффициент. В общем... Да, из 7 6 засчитываем, но 6, кстати, вот действительно в весьма некоторые неплохого качества. Конечно, я не могу сравнивать его тройные прыжки. Мы с вами вообще не вправе сравнивать тройные прыжки там, с топом европейского фигурного катания. Про мировой даже не говорю. Но это все-таки такой, знаете, неплохой средний уровень. Вот смотрите, какой был хороший первый каскад. Тройной луц, Оллер, тройной сальто. Все докручено. Потом отдельный тройной луц. Вот здесь, конечно, жалко, что у него не получился этот двойной аксель. Ну и музыка очень понятная. Поставлены... простые лаконичные движения, которые как раз позволяют ему отыграть все музыкальные акценты. И программа, ну, не выглядит она пустой, как у некоторых предыдущих спортсменов. Вот как раз это нам двойной флип повторяют. Вот это тот единственный элемент, который он, по большому счету, отдал. Не побился за него. Но уже сил-то не было. Вот у него как раз было видно, что сил не остается. Бабушка, привет. Оценки, пожалуйста. Очень довольны они этим прокатом. Ну и по праву. 123,61. Вот и это чувствовалось. Это всегда чувствуется в прокате. Вот смотрите, как они счастливы. Это абсолютно эмоции победителей. Они сумели победить себя. Они сумели победить вот всю ту задуманную программу, поставленную, и выкатать на том техническом уровне, на котором действительно он сейчас способен кататься. То есть показать максимум. И поэтому я думаю, что сейчас, конечно, Гавдия с таким набором, ну, может тут кого-то отпихнуть пониже. Вот, может быть, даже Александра Бородина. Между ними было меньше 3 баллов. Посмотрим, что нам покажет Александр Бородин. Саша по своему возрасту один из лучших фигуристов Якутии. Да, пока он проигрывает прокат Гавдису, прям просто сразу по 2 элементам. Это может с уверенностью сказать. Комбинация двойной аксель и только потом через Оллер двойной сальхов. Сдвоил и луци тулуп во втором каскаде.
Вот первый задуманный тройной. Тройной Ридлингер с недокрутом, но вот стало видно, что вот отдав два первых каскада, он включился в прокат, понял, что уже все потеряно, дальше можно не нервничать, дальше можно этот стресс сбросить, потому что уже, по большому счету, а какой смысл в этом перенапряжении? И как-то дальше пошло все попроще. Да, очень хорошее вращение в волчке, особенно у Бородина. Это мы отмечали в короткой программе. Разнообразные сложные позиции. Он такой парень пластичный, растянутый. Но вот, ну, да, наверное, это лучшее вращение, то, что мы сегодня видели. И, к сожалению, вот это, наверное, единственный из плюсов. Потому что, вот смотрите, 2,5. Ойлер должен был быть тройной Сальхов, где происходит только двойной. Здесь тройной Луц. Нет, только двойной Луц, двойной тулуп. И вот все, по большому счету, он понял, что тут он как раз программу потерял. И после этого совершенно спокойно начал думать дальше над каждым следующим элементом и их выполнять. Тройной Луц там с недокрутиком, но сделал. Вот тройной флип нам повторяют. Тоже с недокрутом, касание рукой. Тоже будет снижение базовой стоимости из-за этого недокрута. Но, тем не менее, да, ошибочка там, -2 он может получить от судьи. Вот здесь тоже все с галками. Галка у нас превращает стоимость тройного прыжка, то есть так тройной Луц на 5,9, а если он с одной галкой, то это уже 4 балла и 72 сотых. Ну, то есть мы видим, что, конечно, тут потерял балла 0,2, там еще балла 0,2. И вот, конечно, и из этого собирается большое количество упущенных возможностей. Ну что же, у нас с вами Гавдис 123,61. 11,64 балла. И по сумме двух программ спортсмен набирает... По сумме, конечно, он проигрывает. Гавдис 180,98, а Бородин набирает 171,71.
Вот Гавдис сейчас, я думаю, сможет многих обыграть в этой разминке. His total competition score is 171.71, which brings him totally in the second place. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Федор Шадрин. Спортивная школа «Стрела». Вжик-вжик-вжик, кто на новенького. Поет сейчас про себя белорусский фигурист Павел Гавдис. На новенького Федор Шадрин. Как раз мы уже говорили про спортшколу «Стрела». Казань, Республика Татарстан. И именно эту спортшколу он и представляет. 16 лет ему исполнилось 9 января. Надежда Заякина и Алия Халфин его тренирует. Ну вот. Попытка очень ценного каскада. Тройной Лутц, тройной Ридбергер. За попытку браво. За исполнение, к сожалению, будут минусы и большие. Хороший двойной аксель такой с пролетом. Ну, чуть-чуть клюнул, но добавил. В итоге все сохранил. Двойной аксель, двойной тулуп. Тройной флип. Тройной Ридбергер. Ай, надо было, конечно, двойной тулуп добавлять. Тут тройной Ридбергер плюс один непонятный такой оборот, но пойдет как каскад, к сожалению. Можно было сохранить и каскад сделать попозже с каким-нибудь прыжком другим. Ну, вот, например, здесь хорошо бы испортили тройного Лутца. Тройной Сальхов уже на усталости, было видно, делал. Еще один прыжковый элемент у него, 7-й. Вот этот заход как раз. Тулуп будет. Но все уже. Нет высоты, сил нет. 4-я минута, все после 2:50 уже очень тяжело. Призраком опера испарилась произвольная программа Федора Шадрина, хотя, конечно, по заявке начало было ого-го, но вот физически, ну, никак он не может выкатать, и уже на 2:30, 2:45 он, конечно, дальше
чувствует себя очень плохо, дальше начинает сдавать темп. Ну вот даже здесь, да, двойной аксель, молодец, поборолся, что силы были, пришел не на наружное ребро, на внутреннее, удержался, его тащил из круга. Поймал выезд, добавил двойной аксель, двойной тулуп, а первый каскад-то, конечно, совершенно он не вошел. Но это сложно, двойной луз, тройной Ридбергер. Из одиночников мало кто его исполняет. Ну, стабильно только Корея Джунхванчха на мировом уровне. Еще некоторые ребята в России некоторые исполняют, да, там. Петя Гуменник у нас есть, как известно, с каскадом с Ридбергером. Но вот здесь это совершенно другой уровень. И вот здесь, вот смотрите, все уже, да, нет сил, не хватает высоты прыжка. Уже тройной Сальхов практически в две ноги, а вот здесь уже точно в две ноги, почти на ход вперед. И, конечно, тут будут и, возможно, не одна галка, а две галки, а это, ой, какие серьезные понижения. Все это у нас с вами арифметика нынче, да, и вот я уже говорил, что, например, да, четверной тулуп, тройной тулуп, какой четверной, что вы. Хотя у нас есть сегодня одна заявка с четверным прыжком, в самом-самом конце наш лидер постарается исполнить, то, по крайней мере, заявил, хотя ему это и не нужно. Тройной тулуп стоит 4,2, тройной тулуп с одной галкой 3,38, 3,36, прошу прощения, а с двумя галками, понятное дело, что уже это не тройной тулуп, а как двойной тулуп 1 балл и 0,3. То есть, представляете, да, с 4,2 на 1,3. То есть это прям большая потеря. Уж лучше докрутить и упасть, по большому счету. А лучше, конечно, не упасть, а какой-нибудь там степ-аут, как-нибудь поковыряться. Потому что тогда, по крайней мере, ты не теряешь базовую стоимость. Ну, конечно, Гоеу пойдет в минус. 112.41. Очередной спортсмен, который проиграл Павлу Гавдису. Как в произвольной, так и по общей сумме. Напомню еще раз, у Гавдиса просто прекрасные для этих ребят баллы. 123.61 и 180.98 общие. Мы видим, как расстроена Надежда Заякина, тренер Федора Шадрина. Ну а сейчас уже Ирина Белоусова настраивает Илью Малянова. Илья Малянов, спортсмен из Сибири, из Красноярска. Спортивная школа Олимпийского резерва «Рассвет». Красноярск, Сибирский федеральный округ. Ирина Белоусова и Ярослав Попов работают с этим парнем. Нострадамус, его произвольная программа. Ну что, Малянов опережал по итогам короткой программы Павла Гавдиса на 5 с лишним баллов. То есть запас-то вроде бы есть. Но на это особо рассчитывать нельзя. 5 с лишним баллов это либо один абсолютно заваленный каскад, потерянный каскад, да, либо это два потерянных элемента. Ну, хорошее начало, тройной флип, Ойлер нормально подержал, контроль. После Ойлера проверил скорость, хороший выкат и тройной флип, Ойлер, тройной Сальхов. Тройной луз, двойной тулуп. Тройной Ридбергер. Комбинированное вращение со сменой ноги. Начинается вторая половина. Тройной флип.
двойной аксель и двойной тулуп. У него должен был быть другой каскад, но такое ощущение, что уже сил нет, он это чувствует. Начинает упрощать. Но вот здесь надо делать тройной луц. Молодец. Двойной тулуп тоже добавляет. На ходу переделывает программу. Но какая разница? Правилами это не запрещено, а главное, что контролирует свое состояние и делает чисто. Вот сейчас надо подышать на этой хореосеквенции. Еще один двойной аксель. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вот теперь будет интересно посмотреть, как судьи все это оценят. Но Илья Малянов молодец, действительно поборолся, и видно, как устал. Вот Гавдис выложился, и Малянов выложился. И сейчас они друг с другом спорят, кто из них будет лидером после проката этой группы. Нужно сказать, что Илье, он 2009 года рождения. Так, вот самое начало, еще сил много. Нет, прошу прощения, он 8-го года рождения, ему 15 исполнилось недавно, 8 февраля. Смотрим Ридбергер. Все хорошо, в общем-то, почти все прыжки в первой половине особенно, это все плюсовая зона. У него должен был быть во второй половине еще один каскад со вторым тройным прыжком. Вот он здесь должен был быть двойной аксель, тройной тулуп. Но понятно было, что сил уже не было, просто на этот тройной тулуп нереально. Ну и молодец, что вот здесь тоже вот он поборолся. Тройной луз, двойной тулуп он сделал, и потом еще двойной аксель в конце. Да, через троечку, ну, -1, -2 судьи поставят. У нас степ-аут сейчас это ошибка гораздо более грубая по нынешней системе, нежели отсутствие выезда, вот этот выезд через троечку. Троечка — это самый простой шаг, самый простой, хотел сказать. Ну, типа самый простой, но на самом деле, знаете как, если делать качественную тройку, то и не так это просто, как кажется. Итак, красноярский спортсмен Илья Малянов, бронзовый призер Тюменского меридиана этого сезона. Такие всероссийские соревнования проходят в Тюмени. И, между прочим, на 3 турнирах он побеждал. На зональном первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. И на всероссийских соревнованиях Енисейская симфония. Ну что, превосходит он Гавдиса. Мы его с этим поздравляем. Молодец. Текущее место первое. Таким прокатом можно гордиться. Итак, Илья Малянов и Павел Гавдис, два лучших парня в этой разминке. Они сейчас становятся лидером. И вот, между прочим, у Малянова дальше до Бараховского меньше 1 балла. Поэтому возможно, что Илья Малянов и повыше поднимется. Но все будет зависеть от того, как катается белорус Бараховский. Но это уже следующая разминка. До этого у нас сейчас будет заливка льда. Поэтому делаем такую основательную паузу и дальше возвращаемся смотреть.
На лед для разминки приглашается третья группа участников. Let's welcome our third group of skaters to the ice. На льду Василий Бараховский, Глеб Ковтун, Кирилл Крапылев, Александр Чмиль, Максим Автушенко.
Ну что ж, дорогие друзья, финал близок. Итак, произвольная программа у юниоров на вторых международных зимних играх «Дети Азии» близко к своему завершению. Нам остается посмотреть 5 произвольных программ, но я думаю, что это будут самые главные 5 произвольных программ сегодня, естественно, потому что это уже борьба за медали. Василий Бараховский, сборная Белоруссии, и 4 представителя российских региональных сборных: Глеб Ковтун, Кирилл Карпылев, Александр Чмиль и Максим Автушенко. Максим Автушенко и Кирилл Карпылев представляют Москву, Александр Чмиль — Челябинск, то есть Уральский федеральный округ, и Глеб Ковтун — Тюмень, тоже Урал. Ну и, конечно, тут уже серьезные достаточно заявленные элементы, все тройные прыжки, и даже у Максима Автушенко четверной сальто в самом начале. Могут и пойти на этот элемент. Максим Автушенко со своим тренером Юлией Липницкой, которая здесь как раз от Академии Ангела Плющенко привезла 2 воспитанников. Это одиночник, как раз лидер наш после короткой программы Максим Автушенко, и еще девочка-одиночница, которая завтра будет соревноваться. Ну, а открывать у нас эту разминку будет занимавший 5-е место по итогам короткой программы Василий Бараховский, Беларусь. Василий Бараховский, ему 9 февраля исполнилось 15 лет. Представляет он клуб «Пружаны», сборной Белоруссии, и его произвольная программа под бессмертную композицию Queen. Тройной луз, двойной тулуп. Молодец. Хорошо вложился в этот каскад, двойной аксель, тройной тулуп. Тройной флип, двойной аксель и двойной тулуп. Да, правила, которые действуют у нас в нынешнем сезоне, которые не стали превращать двойной аксель в комбинацию, а по большому счету приравняли комбинацию к каскаду, и поэтому у нас эти правила сразу ввели такое серьезное разнообразие в каскады и комбинации, потому что стали очень многие прыгать комбинацию с двойным акселем. Ну, некоторые с тройным акселем могут. Вторым прыжком, я имею в виду. Поборолся. Поборолся он за тройной луц. Тянул его из круга, но нормально выехал.
Вот это прокат. Белорусы сегодня просто молодцы. Василий Бараховский. Сначала Паша Гавдис тут всех встряхнул, выдал очень хороший прокат в произвольной программе, а затем еще и Вася Бараховский, ну просто молодец. Ну действительно, а. Где-то, да, где-то там его тянуло из круга, где-то он там боролся, но на самом деле по докрученности все нормально. Очень четко показывал выезды. Ну не сказать, что была какая-то грандиозная программа по задумке, да. Просто темповое, ритмическое катание, музыка бессмертная, музыка, которая вытягивает по большому счету любое катание. И просто нужно, что называется, попадать в ритм и кататься с той же энергетикой, с которой Фредди Меркьюри исполнял свои бессмертные хиты. Да, первый каскад не самый сложный, тройной луп, двойной тулуп, но затем двойной аксель, тройной тулуп, затем вот эта комбинация. Да, в начале эти каскады, нет ничего в второй половине, но дальше все очень и очень бодренько он сделал. Хорошие позиции, очень, знаете, хорошая выученность. Вот даже вот этот луц демонстрирует прекрасно. Наружное ребро показано, докрученный. Вы посмотрите, расправленные плечи. У него красивая позиция на выезде. Здесь плотный волчок в опорной ноге меньше 90 градусов. Ну, вот эту модную штучку показал. Ну, в общем, знаете, для парня, которому только-только исполнилось 15 лет, хорошее, достойное катание. На самом деле, ну, видно, что это один из лидеров белорусской сборной по своему возрасту. И очень приятно смотреть на такое катание. Тренирует его Ольга Уважанная и Юрий Тишков, хореограф Татьяна Хабарович. Тренируется в Минске в Пружанах. Ну что ж, смотрите, 69-24 горело по прокату за технику, 69-35, 140 баллов и 204. Первый, кто пробивает сегодня 200 баллов. Ну, я не знаю, это насколько это сумма для всех остальных ребят. Ну, на самом деле, для всех остальных ребят эта сумма мощная. Ковтун, Крапылев набирал на первенстве Москвы по старшему возрасту за 200 баллов. Александр Чмиль никогда не забирался столь высоко. Ну, Автушенко, да, Автушенко, понятное дело, может набрать значительно больше 200 баллов и набирал. Ну, Автушенко наш лидер, у него вообще запас большой. А пока вопрос у Глеб Ковтун. Может ли он соответствовать такому прокату Василия Бараховского? Ну, тут нужно еще учитывать, что все-таки если прокат здесь хороший, то судьи здесь, естественно, не будут жалеть баллов. Здесь задача психологически поддержать ребят на этих международных соревнованиях, дать им почувствовать себя более уверенно. И никто здесь никого взрывать не будет, понятное дело. Тройной Луц, Ойлер, тройной Сальхов. Отличное начало от Глеба Ковтуна. Тройной флип с недокрутиком, поэтому нырнул корпусом, потому что уже докручивал на льду, но удержался. Вот смотрите, да, за такой нырок корпусом и, в общем, не самый уверенный каскад, а судьи ставят на самом деле 0, -1, +1, то есть практически почти в базу. То есть это говорит о таком очень лояльном судействе и +2 за вращение. Еще один флип. Здесь хорошо. Сработал коленом на выезде. Молодец. Мягенько сделал. Ох, как его
начало крутить, а тройной луц падение. Ошибка в самом начале, естественно. Да все ошибки, конечно, на входе в прыжок. В большинстве своем. Добавил вот эту комбинацию. Тройной тулуп, двойной аксель. Ну вот мы уже видим, конечно, техническую оценку. Он проиграл уже сейчас Василию Бараховскому. Но надо посмотреть, конечно, результаты сразу короткой программы. Преимущество по отношению к Бараховскому у Глеба Ковтуна было без малого 4 балла. От этого преимущества ничего не осталось. Вот дальше сейчас будет готовиться к выходу Кирилл Карпылев. Вот у него было по отношению к Бараховскому 8 баллов, у Чмеля 10. Но при таком катании, при таких оценках, которые показал сегодня Василий Бараховский, ну тут даже я бы так засомневался бы, что 8 и 10 баллов это комфортное преимущество, комфортный запас. Ну а Глеб Ковтун, представитель детско-юношеской спортивной школы «Прибой» города Тюмени. Вот начало его очень и очень хорошее. Прекрасная комбинация. Тройной Луцолер, тройной Сальхов. Затем тройной Ридбергер. Здесь должен был быть тройной Ридбергер, двойной аксель по заявке, но он оставил, здесь не было двойного акселя, оставил его потом наконец, добавил к тройному тулупу. Но уже с середины программы чувствовалось, что физика начинает подсдуваться, к сожалению, и Глеб все ниже, прыжки ниже, все кривее и кривее на входе в прыжок он входил. Вот здесь еще нормально. Вот этот тройной флип очень хорошо. А вот смотрите, тройной луц, вот его уже тянет, да, тянет его, болтает. Корпус уходит влево, его вытаскивает из круга. Плечи сработали раньше, и поэтому ноги остались как бы в одной оси, а плечи в другой. И поэтому падение. Это вот самый большой срыв. Ну и за тройной тулуп, двойной аксель он, конечно, поборолся. Что не можем не отметить. Это просто отдельный двойной аксель в самом конце его программы. Он чемпион города Тюмени. Там набрал 176 баллов, а его максимум вообще в этом сезоне 179 в национальном первенстве. За 205 набирал только в прошлом сезоне на первенстве Уральского федерального округа. Я в середине не делал. Так что здесь, конечно, каких-то шансов обогнать Бараховского, ну, практически отсутствуют. Тренируют его Мария Самсонова и Мария Гарас. Но такие вот фигуристы, юные фигуристы в Тюмени есть. Но на самом деле, знаете, эти международные игры дают нам в том числе возможность увидеть, вспомнить, какое количество разнообразных турниров существует в нашей стране.
0,03 балла. Да, проигрывает он Бараховскому. Мы это видели уже по ходу его технической суммы, как она менялась. Текущее место второе. Ребята участвуют в зональных первенствах, в первенствах городов, в турнирах, такие как Тюменские звездочки, Мордовский меридиан и многих-многих других. Но идем дальше. Итак, Кирилл Карапылев, третье место по итогам короткой программы. На лед приглашается Парень Кирилл юный Карапылев. по сравнению с Бараховским и с Ковтуном, ну совсем просто Москва. ребятенок. Тренируется в Москве, на «Москвиче». Тренер Виктория Буцаева в девичестве Волчкова. Так, Кирилл Карапылев. Решил сразу судей обаять. Ла-Ла Ленд. Ну, что, в короткой не получилось. Но, да, с касанием второй ногой, с недокрутом, но сделал он этот тройной аксель. Не упал, главное. С двойным тулупом. Хореосеквенции еще не было, по-моему. Еще один тройной аксель. Ах, а вот это не получилось. Там тренер подбадривал его, била рукой о борт. Хороший уверенный каскад, тройной флип, тройной тулуп. Сейчас посмотрим, как плюсуют судьи. Вот смотрите, загорится каскад, тройной флип, тройной тулуп. И вот судья, да, ставит +1, +2. +1,41. Это где-то +1, +2, 100% от судей. Вот это обидно. Ну ничего, тройной луц отдал, надо дальше все делать. Оттанцевал в середине, и на этом силы закончились. Оттанцевал здорово. На хореосеквенции заработает, конечно, но его может спасти только оценка за компонентами. Потому что сейчас хореосеквенция, она у нас без уровня сложности, просто фиксированная сумма, а дальше уже судьи накидывают, понравилось, не понравилось, насколько она сделана была разнообразно, технически сложно, оригинально.
Но, в общем, Кирилл Кораблев. Академия те 8 баллов, что были у него преимущества в короткой программе, перед Бараховским он отдал. Его может спасти только оценка за компоненты. Потому что, конечно, по компонентам, по идее, он, конечно, должен обходить Бараховского. Но зато у Бараховского чистое катание, а здесь были ошибки. А это скажется на второй оценке. У Бараховского получается хореография 7.17, презентация 7.17 и скейтинг скиллс 7.08. 71.34. Ну и сейчас, на самом деле, оценка за технику тоже может сразу упасть. Вот так вот тренер, который с ним сюда приехал, она стучит по бортику, чтобы давай, делай, заходи, не бойся на этот тройной аксель. Переживает, конечно, очень переживает и кричит, подбадривает. Может быть, и не стоило так рисковать с этим вторым тройным акселем, но один получился. Но, с другой стороны, если хочешь расти на российском уровне, то нужно делать 2 тройных акселя. Парню уже исполнилось 15 лет, 9 января. Хотя по виду не скажешь, да, согласитесь. Тренировался он в Шор-23 в Москве, потом тренировался в Академии Ангелы Плющенко у Александра Волкова, ну а затем перешел на «Москвич». Из успехов на всероссийских соревнованиях на призы Елены Анатольевны Чайковской победил в этом сезоне. На чемпионате Москвы занял 1-е место по КМС и набрал, кстати, очень хорошую для себя сумму 207,63. Ну и лучший его результат, он у нас участвовал в сезоне юниорском и съездил на 2 этапа Кубка Федерации. И вот как раз в Перми на этапе Кубка Федерации он занял 3-е место, 223 балла. Просто прекраснейший был прокат у Кирилла Карпылева. Здесь такого прекрасного проката не получилось, и сейчас только оценка за компоненты может его вытащить и сохранить его место. Потому что Бараховский, конечно, пока перекатал и Ковтуна, и Карпылева. Причем Бараховский, в отличие от Карпылева, катал-то, да, с двойными акселями. Кирилл и в короткой рисковал, и сейчас тоже рисковал. А там первый недокрут, второй недокрут падения. В общем, какие-то были ошибки очень такие. Но, конечно, и очень сильная потеря — это одинарный луц. То есть там в итоге пойдет зачет как одинарный луц, а это... Ну, представляете, если тройной луц задуманный, который он может прыгать он тройной луц, он это показывал. 5,9 стоит тройной в базе. А одинарный луц, дорогие друзья, это вообще, это 6 десятых. То есть просто... Там еще и по минусам пойдет. То есть просто элемент отдан. Считаем, что вот 6 баллов он со своей суммы технической отдал. Выполнил бы этот тройной луц, даже, может быть, с минусами небольшими. Да, конечно, не дотянуться. Хотя 71,87 ему ставят компоненты. То есть ему ставят компоненты на 5 десятых больше, чем у Бараховского, но нет, извините. И сумма за технику не выросла, а еще чуть-чуть упала. Василий Бараховский на пьедестале почета. Белорусский флаг сегодня поднимется здесь, в Новокузнецке. Вопрос, какое место? И сейчас на этот вопрос будет отвечать Александр Чмиль. Произвольную программу представляет Александр Чмиль. Школа Олимпийского резерва Челябинск. Школа Олимпийского резерва ТОДОС Челябинск. Тренер Марина Федорова. Также он числится в клубе фигурного катания Тамары Николаевны Москвиной. И у него двойное региональное прикрепление Челябинск-Питер. За 200 не набирал ни разу. Если у Карпылева был в этом сезоне суперпрокат, то у Чмиля, к сожалению, нет. На Кубке Федерации на 2 этапах нашей юниорской серии 11-14 места. Ну, посмотрим. Короткую откатал очень хорошо. У парня есть действительно катание и умение представлять программу. Смотрите, да, вот сейчас только что был тройной Ридбергер, и ему хорошо плюсуют, ему +2, +3. У него действительно, если он делает на хорошие плюсы. Держи.
конечно, у него не очень конкурентная. Тройной флип, двойной тулуп. Музыкальная тема Максима Родригеса «Иллюзионист». Музыкальная основа его короткой программы, его произвольной программы. Тройной флип, двойной аксель. И вот сейчас самый дорогой его элемент. Тройной лутс, Ойлер, тройной сальто. Причем так легко сделал. Во второй половине уже 3 минуты практически откатался. Самый юный наш фигурист здесь на играх «Дети Азии». Вы смотрите, вот 69-51 без тройных акселей. То есть у него программа примерно как у Бараховского, без тройных акселей. В отличие от того, что нам пытались показать Карпылев. Кофту нет, Кофту не пытался нам показать. Да, Кирилл Карпылев пытался показать, да, 2 тройных акселя. Вот, то есть программа как у Бараховского. Но посмотрите, ведь он все равно сделал слабее набор, чем Василий Бараховский. Но за счет качественного исполнения, за счет более уверенного, свободного исполнения, высоты в прыжках. Смотрите, какой прогиб в пояснице у него на выезде, как расправлены плечи. Хорошая ровная крутка. Но здесь, правда, вот он ловил выезд чуть-чуть, но ничего. На тройном лутце. И вот эти плюсы от судей, которые добавляют то, что называется ГОЕ или ГОИ, кому как удобно. И он набрал практически такую же техническую сумму, как и Бараховский. А у него было 10 баллов еще запаса после короткой программы. И это что ж получается, что он сейчас впервые в карьере шагнет ого-го как высоко? Будет его личный рекорд? Ну, дай бог, чтобы это произошло. Вообще, честно говоря, загадочный для меня парень, Саша Чмиль. Честно могу сказать. Ну, потому что так легко сделать в самом конце каскад тройной лутс, Ойлер. Вот как раз его показывают. Тройной Сальхов. Может, там был двойной уже. Я уже даже сам себе сомневаюсь. Вот. Ну, мне кажется, это тройной. Ну, почему же ты не делаешь каскад? Там, получается, повтор, что ли, будет у него? Флип, два флипа, 2 лут. Ну да, это, получается, у него будет 3-й повтор. Но... Оценка
Конечно, хочется в начале дорогой каскад. Результат Александра Чмеля. За произвольное Ну что, катание поздравляем его? спортсмен набрал Поздравляем. 120 Молодец. И вы посмотрите, и оценка за компоненты презентации 73-83 выше, чем у Крапылева и Бараховского. Да, он сохраняет свое место на пьедестале почета. Он как минимум серебряный призер игр «Дети Азии». Парень, конечно, талантливый, способный парень Александр Чмиль. Произвольную программу представляет Максим Автушенко. Ну и теперь Максим Автушенко. Фигурного катания Ангела Плющенко. Академия Ангелы Плющенко. — 16 лет Максиму. Видно уже, конечно, такой сложившийся взрослый парень. Может себе позволить даже попробовать четверной сальхо. По крайней мере, в заявке есть. Нет, начало просто тройной флип. Молодец, тройной аксель. Двойной аксель. Все каскады на вторую половину, чтобы получить дополнительные бонусы. Скорости добавить во вращениях. Ну, поздравляем Максима Автушенко. Он выиграл и короткую, и произвольную программу на играх «Дети Азии». Он абсолютный наш победитель. Никаких вопросов по 2 дням соревнований к нему не возникает. Вот
весь план практически он выполнил, за исключением, вот потерял один каскад здесь в произвольной программе. Тройной луц, тройной тулуп должен был быть, просто тройной луц, там с минусами, потому что у него степ-аут был. А в остальном он все сделал. Ну, вот, да, давайте сравнивать Чмиль и Автушенко. Конечно, Чмиль катается ярче. Чмиль пластичнее, у Чмиля расправленные плечи, у Чмиля красивое положение. Чмиль смотрит на судей и в зал, он представляет свою программу. К сожалению, Максим, при том, что он технически сложную программу исполняет, он смотрит себе под ноги. И особенно во второй половине это было очень сильно заметно. И когда фигурист катается не вовне, а как бы под себя, под ноги, это, конечно, совершенно другое впечатление. Так что, по большому счету, конечно, по компонентам Чмиль, по идее, должен обыграть Автушенко. Но по технике, естественно, это самые качественные, самые сильные программы. Сейчас мы окончательно дождемся итогов. Сейчас у бортика, кстати, не Юлия Лепницкая, которая выводила вчера двух своих спортсменов, а Софья Киташова. Ну, Софья Киташова, она не является тренером Академии Алдина Плющенки. Софья Киташова, она является одним из руководителей столичного фигурного катания Московской Федерации. И вообще Софья Киташова очень давно работает в фигурном катании. Прекрасно всем известный специалист и человек. Ну, осталось только дождаться официального цифрового подтверждения. Итак, 153-22. 235 общая сумма, абсолютно рекордная его сумма. У него была хорошая на этапе Кубка Федерации Идель. 232. Сейчас вот 235. Итак, Максим Автушенко, Александр Чмиль и Василий Бараховский, Белоруссия. Москва, Челябинск, Беларусь. Вот пьедестал мужского турнира на играх «Дети Азии». И вы посмотрите, как это здорово выглядит в цифрах. То есть 3 человека набрали за 200 баллов, и это пьедестал почета. Кирилл Карпылев 9 сотых не набрал до 200 баллов. Он 4-й, Глеб Ковтун 5-й. Ну что же, дорогие друзья, поздравляем ребят. Для них это действительно большие соревнования, большой успех. Можно за них порадоваться. Ну а завтра у нас еще одиночницы представят свои произвольные программы. Там будет и экзотика, и будут качественные, серьезные соревновательные прокаты. С вами был Андрей Журанков. Следим за играми «Дети Азии» и любим фигурное катание. Счастливо!